Беларускі рынок працы сутыкнуўся з беспрэцэдэнтным кадравым дэфіцытам, пра які ўжо адкрыта заяўляюць улады. На фоне рэкордна нізкага беспрацоўя эканоміка краіны мае вострую патрэбу ў замежнай рабочай сіле. Пры гэтым геаграфія і колькасць прыезджых апошнім часам здольная здзівіць. Толькі за мінулы год на заробкі ў Беларусь прыбыло амаль 50 тысячаў замежнікаў. Гэта на траціну больш, чым годам раней. Так хто ж все-таки едзе працаваць у Беларусь? Паводле афіцыйнай статыстыкі Міністэрства ўнутраных справаў абсалютным лідарам стаў Туркменістан. Адтуль прыехалі больш за 23 тысячы чалавек. Гэта фактычна палова ад усіх працоўных мігрантаў. Далей ідуць Расія, Украіна і Узбекістан. Прычым з Украіны, у адрозненні ад іншых краінаў, прыязджае больш жанчын, чым мужчын. Сапраўдным жа сюрпрызам стаў прыток рабочых з Непалу. Адтуль да нас дабраліся больш за 1000 чалавек. А вось анансаванага Александром Лукашэнкам маштабнага прыезду 150 тысяч пакістанцаў пакуль так і не адбылося. Эксперты тлумачаць, Беларусь для іх занадта бедная і халодная. Столькі, колькі ў краінах персідскай затокі, тут ім проста не заплацяць. Большасць замежнікаў запрашаюць на цяжкую фізічную працу, прамысловасць і будаўніцтва, а таксама ў сферу гандлю. Прычым буйныя дзяржаўныя прадпрыемствы цяпер вымушаныя тэрмінова змяняць сваю пазіцыю. Напрыклад, беларуская чыгунка ўжо афіцыйна шукае супрацоўнікаў у Непале і Пакістане на пасады манцёраў пуці, станцыйных рабочых і мыйшчыкаў вагонаў. Галоўная фішка такога рэкрутынгу – веданне мовы больш не патрабуецца. Праўда, узніклі праблемы з заробкамі. Першапачаткова беларуская чыгунка прапаноўвала мігрантам менш за 1000 рублёў, але кампаніі-пасярэдніцы адразу заявілі, што за такія грошы ніхто не паедзе. У выніку давялося падняць мінімум да 1500 рублёў чыстымі на рукі. Праблему недахопу кадраў схаваць амаль немагчыма. А вось ці спрацуюць ось тыя развязанні, што прапануюць улады ў Беларусі, будзем разбірацца зараз, і дапаможа нам эканамістка, экспертка Цэнтру эканамічных даследаванняў «Бярок» Анастасія Лузгіна. Анастасія, вітаем. Доброе утро. У якой сферы найбольшы недахоп мы бачым кадраў, і галоўнае, не хапае з вышэйшай адукацыі кадраў ці працоўных, якія маюць нешта рабіць? Ну, если мы посмотрим на статистику по открытым вакансиям, и в целом, безусловно, это все-таки такие больше рабочие специальности, то есть там трактористы, допустим, те же водители, продавцы, тоже очень много не хватает продавцов. Но помимо этого требуется также тоже требуются люди в медучреждениях, то есть врачи, бухгалтера тоже требуются. Ну и интересно, если мы посмотрим в целом по стране, то в Минске, например, больше доля, конечно, людей с более высокой квалификацией необходима, там где-то около, тоже она меньше 50%, то есть 40%. А 60% это все-таки там образование среднеспециальное, да, допустим. А вот по областям там еще больше этот процент именно вот людей там с такими со средними специальными профессиями. А, до речі, у гэтым дэфіцыце ці можна, калі ў цябе, я не ведаю, вышэйшая адукацыя, а мабыць дзве, а мабыць ты магістр ці доктар, ці можаш ты, калі не маеш працы, напрыклад, уладкоўвацца на ніжэйшыя вось гэтыя узроўні кваліфікацыі, по законе ці магчыма гэта? Не, если там есть в любом случае нужно переквалифицироваться. Даже для того, чтобы работать, не знаю, продавцом, все равно нужно пройти там соответствующие, получить навыки. Другой вопрос, что это мы говорим о тех специальностях, которые очень востребованы, да, но помимо этого другие же вакансии еще есть. И то есть человек на самом деле вот сейчас наблюдается в целом по Беларуси дефицит кадров, и поэтому, в принципе, особенно если мы говорим про крупные города, про Минск, естественно, там найти работу проще, в соответствии со своей квалификацией по сравнению там где-то в районах. То есть тут тоже ситуация очень отличается, конечно. А ў чым асноўная прычына недахопу кадраў? Гэта дэмаграфічныя праблемы ці эміграцыя? І ўсё нас 20-й год накрывае яшчэ?
Ну, смотрите, тут, конечно, нельзя отделять тут, наверное, можно сказать, совокупность факторов. То есть, действительно, в Беларуси, если мы посмотрим даже там официальные данные, да, то есть в Беларуси очень низкая рождаемость. Мгм. То есть вот по состоянию на 25 год в Беларуси рождаемость составила чуть более 1 ребенка на женщину, да, то есть это очень низкий уровень, потому что для естественного воспроизводства, что и чтобы население не уменьшалось, необходимо 2,1 ребенок, чтобы рождалось, на одну женщину. У нас получается сейчас чуть больше 1. То есть это очень мало. И, ну, насколько я смотрела, то есть данные, это, наверное, вот самый низкий показатель по европейскому региону, за исключением Украины, где идет война, и там это Зразумела. понятно, да. Нават па даследаванням ААН Беларусь увайшла ў топ-20 краінаў з нізкай нараджальнасцю. То бок уся Еўропа ўсё нармалёва, і толькі мы Ну, з не ўся, Украінай. не ўся. Я бачу так само лічбы. Безусловно. Мгм. То есть мы говорим про самый низкий уровень, но в европейских странах тоже идет старение населения, и, соответственно, там, безусловно, тоже ситуация разнится, но если мы посмотрим в целом, то вот этого естественного воспроизводства, наверное, ну, ни в одной стране сейчас нету. Хотя, опять-таки, повторюсь, в Беларуси была ситуация лучше. Если мы возьмем 17-й год, то там рождалось больше даже, чем 1,5 ребенка на одну женщину. Ну, а сейчас вот еще там 10 лет не прошло, чуть больше 1. То есть, конечно, такие показатели очень удручающие. Прабачце, а вось цікава, калі мы ўсе, з'ехаўшыя адным днём, вернемся ў Беларусь, гэта дапаможа выправіць сітуацыю ці не? Усё, у нас гэтая вось яма. Ну, калі жанчыны вернуцца, давайте так. Ну, в любом случае, если Не, я предположить... маю на увазе не толькі дэмаграфію, але ж... Всех, да. Так. Ну, безусловно, это будет такой толчок. Но, опять-таки, это нереальная ситуация, потому что такого просто быть не может. Когда все вдруг возьмут и почему-то там переедут, да, у каждого свои причины. Но если, допустим, будет такой активный приток, да, белорусов извне, то, безусловно, это положительно, естественно, скажется на рынке труда. Почему? Потому что если мы посмотрим, кто уезжал, да, в последние годы из страны, то в основном это люди трудоспособного возраста, это молодые люди, часто высококвалифицированные, да, то есть, и, соответственно, если хотя бы часть из них вернется за короткий промежуток времени, это положительно скажется на экономике. А калі ўзяць дэмаграфію, ці можаце распавесці вельмі проста, як карэлюецца тое, што павінна там жанчына, як вы сказалі, напрыклад, павінна нараджаць два дзіцяці, але ж гэтае дзіця, яно 18 гадоў не працуе, вось ты яго нарадзіла, 18 гадоў ён не кадр. Як вось у гэты час, пакуль гэтае дзіця расце, хто працуе за яго? То бок гэта павінна заўсёды кожная жанчына ў кожны год нараджаць. Так? Безусловно. То есть это вот, ну, имеется в виду не то, что там каждая женщина должна каждый год... Ну, зразумела, да. мы так в целом, в среднем, да, потому что именно для того, чтобы население страны не уменьшалось, если других каких-то условий нету, то вот 2 ребенка на одну женщину, это в идеале. Это в идеале, но хотя бы вот, я не знаю, ну, достичь хотя бы того уровня, который был в 2017 году. Плюс, опять-таки, естественно... Это таки параўнальны топ, так, 17-й год? Ну, это не то, что топ, но, по крайней мере, ситуация была, ну, значительно лучше. Безусловно, там тоже мы говорили в тот период, что проблемы есть, но она не была настолько острой. Да, действительно, ребенок, он же не сразу приходит на рынок труда, это надо там 18-20 лет, но, опять-таки, надо же, то есть в данном случае, когда мы говорим про демографию, естественно, мы думаем более такими длительными промежутками времени. А чтобы решать вот текущие, допустим, проблемы, ну, здесь уже... нужно использовать другие, да, механизмы тоже политики на рынке труда. То есть, допустим, ну, с теми же мигрантами, да, то есть привлекать специалистов вот как краткосрочная такая мера извне. Ну, либо что, например, ну, это опять-таки уже косметическая больше мера, там постараются белорусские власти вовлекать больше на рынок труда пенсионеров. Да, то есть и для этого уже были созданы дополнительные
определенные стимулы, что там, если раньше были ограничения по пенсии для работающих пенсионеров, вот сейчас их убрали. То есть таким образом, ну, стараются вот в том числе вот и пенсионерами работать, чтобы больше появилось кадров. А ось асабіста я зараз назіраю такую цікавую сістэму, такі ланцужок. Тыя, хто ад'ехаў, ну, напрыклад, у 20-м годзе, 21-м, 22-м годзе, яны ўжо ўладкаваліся, абжыліся, і зараз яны пачынаюць ці працягваюць ужо перацягваць з Беларусі сваіх былых калег. І вось гэтая сістэма, яна мяне насамрэч пужае. То бок гэтыя кадры, якім нічога не пагражае зараз палітычнага пункту гледжання ў Беларусі, зараз яны вольныя пераязджаць. Але хочуць жыць нармалёва ў Европе. Ты паглядзі, якія. Вось гэта праблема эміграцыі зараз паўстае, мне падаецца. Ну, в Такая. любом случае, все равно, если мы посмотрим, ну, по крайней мере, на доступные данные, то миграционные потоки последние годы, они, вот последний год, можно сказать, уже полтора, они замедляются все-таки, ну, потому что если там мы берем, я не знаю, 22-23 год, люди очень активно и вынуждены... Да, то есть это было зразумело. А сейчас это уже такой более спокойный процесс, да, но он продолжается, мы видим даже это по польской статистике, что вот количество, да, зарегистрированных, имеющих там, допустим, ВНЖ, ПНЖ белорусов становится больше, да, то есть это не так уже не активный такой прирост, но все равно люди едут. Это есть действительно такая проблема, это имеется в виду для Осенсованная миграция. Такая. Безусловно, здесь уже, да, такая обдуманная, спокойная, но люди выбирают, ну, там, где им лучше жить, где у них больше перспектив, где они имеют возможность строить планы на какой-то более длительный период времени. Да? Держава таксама будуе нейкі план. Нядаўна прагучала ідэя, не першы раз, дарэчы, каб сістэма адукацыі рыхтавала кадры вось пад патрэбы эканомікі. Ці можете растлумачыць, бо я гэта сабе ўяўляю так. Якая у тебя гуманітарная адукацыя, культура, філасофія, гэта ўсё не патрэбна, калі ласка, давайте мне аўтамеханікаў. Гэта так працуе? Ці гэта калі, напрыклад, дзяржава бярэ на сябе за грошы абавязак вывучыць гэтага чалавека, і ён пойдзе на МАЗ, АўТАЗ і іншыя заводы працаваць і адпрацоўваць? Ну, там, может быть, по-разному, там, как бы структура, да, это происходит именно составление необходимых специальностей. Но в целом это, если говорить очень просто, то действительно формируются, ну, можно сказать так, планы, сколько там нужно будет таких-то специалистов, да, высшего образования, там, инженеров, либо же там гуманитариев. И, соответственно, уже вузы открывают вот под эти как бы планы, соответствующие там места в университетах. Это, ну, где-то там, может быть, целевые, да, вот тоже места. Но в целом, да, то есть именно определяется структура там, студентов, которые будет обучаться там, в следующем, допустим, году. Ну, с одной стороны, вроде бы и хорошо, с другой стороны, конечно, это может быть не всегда эффективно, далеко не эффективно работает. Почему? Потому что, опять-таки, мы говорим здесь про централизованное такое распределение. На мой взгляд, лучше, конечно, когда есть, допустим, ну, как бы сами компании, да, такая вот в связке, работают с университетами. То, что было, например, в IT-секторе у нас, когда он буйно развивался, то есть те же вот там IT-компании, они в том числе их специалисты и преподавали в этих университетах и, соответственно, создавали, определяли спрос. То есть вот эта вот синергия университетов и там реального сектора, там других секторов, то есть это вот было бы, ну, на мой взгляд, идеально, потому что, конечно, когда государство из центра все определяет, оно может и не знать именно вот конкретно потребности, тем более сейчас мы уже, если так уже переходить на эту тему, рынок труда очень быстро меняется, и не только в Беларуси, это во всем мире, в том числе в связи с приходом новых технологий и, прежде всего, искусственного интеллекта. Тот же вот Международный валютный фонд делал уже не одно исследование по этому поводу, и действительно искусственный интеллект вот там в ближайшие там несколько годы он будет определять вот эти вот изменения на рынке труда. И белорусское государство не всегда может сразу там среагировать, потому что те же, например, продавцы, вот сейчас они очень, допустим, востребованы, но в связи вот с этими активными процессами автоматизации, там, ну, не знаю, лет не через 5, но может там через 7, они уже будут намного меньше нужны, нежели
вот сегодня. Але дзяржава можа адрэгуляваць зноў і сказаць, не трэба нам вашага штучнага інтэлекту, калі ласка, у нас Да. вось людзі прадаваць умеюць вось Это тоже такой момент может быть, но в этом тоже есть плохая новость. Почему? Потому что в этом случае мы будем искусственно тормозить вот это вот развитие, и, соответственно, Беларусь, экономика Беларуси будет уже отставать от других стран Ага. еще больше. А вось учора, напрыклад, учора Лукашенко сказаў, што чаргі стаяць на мяжы, вяртаюцца беларусы. Паехалі некалькі год таму за лепшым жыццём, змарнавалі, патрацілі час, грошы і зараз вяртаюцца. Верым? сталіся пакістанцамі і вярнуліся Верым? як Нет? пакістанцы. Ну, Но мы, по крайней это мере, ж- не видим ну, опять-таки, вот если мы берем миграционную статистику, она зеркальная, то есть мы можем смотреть по белорусской стороны, например, с Ага. польской стороны. Ну, мы как уже отметили, что пока что статистика обратная, то есть мы видим увеличение количества тех же белорусов, которые получают документы в Польше, поэтому, ну, вряд ли такой приток, то есть отток из других стран идет. Гэта зразумела, так. Абмяркоўваецца прыцягненне вялікай колькасці працоўных мігрантаў, напрыклад, перш за ўсё, то, што мы ведаем, вось тыя 150 тысяч мігрантаў з Пакістану. Гэта как-то неяк дапаможа беларускай эканоміцы? Ну, если, допустим, ну, безусловно, то есть приток какой-то рабочей, более активной иностранной рабочей силы, он позволит закрыть, допустим, там, те же низкоквалифицированные, да, профессии, потому что, опять-таки, нужно понимать, что на каких-то более сложных специальностях ну, человек из Пакистана может, в принципе, не сможет работать. Да? Мовны Это- бар'ер, перш за ўсё. Ну, безусловно, то есть нужно. Поэтому, если мы посмотрим все-таки на то, кто приезжает в Беларусь, ну, не пакистанцы в основном приезжают, пакистанцев там совсем мало. В основном это все-таки граждане из СНГ, то есть это там Узбекистан, вот такие страны, да, там Кыргызстан, то есть, да, русскоязычные, то есть люди, которые понимают русский язык, но опять-таки это не массовый какой-то такой приток, то есть это, ну, это далеко не 150 тысяч в год, да, то есть вот мы смотрели данные по 2025 году, там где-то больше 40, в целом 40 приехало по статистике международной миграции больше 40 тысяч, ну и уезжают же тоже, да, то есть там в целом уезжают, там в результате чистый приток составил 9 небольшим тысяч человек. Так, а што беларуская дзяржава можа прапанаваць мігрантам, працоўным мігрантам? Юрыдычнае, мабыць, па закону нейкае грошы, пазбаўленне. Што? Вось што? Адсутнасць падатку, але тады гэта не працуе, мне падаецца. Ну, тут нет, предлагают. То есть по тем специальностям, которые являются дефицитными, там более простой доступ к рынку труда, во-первых. Вот. Во-вторых, там, ну, опять-таки, в зависимости от сферы, в той же IT-сферы, там есть определенные, да, льготы, там имеется в виду по налогообложению. Другой вопрос, что людей, прежде всего, которые переезжают, интересует, они же могут выбрать любую страну для переезда. Их интересует, во-первых, зарплата, во-вторых, устойчивость экономики, возможность планировать на будущее. Ну и Беларусь здесь, конечно, выглядит не самой привлекательной. Але ў параўнанні з Расіяй, напрыклад, ці можна ў параўнанні з Расіяй зрабіць Беларусь прывабнай для эканамічных мігрантаў, бо зараз, калі там ні інтэрнэту, ні нічога няма ў Расіі, гэтыя мігранты, якія працавалі, напрыклад, там на будоўлі, ці ў крамах, ці ў таксі ў Расіі, могуць паехаць за інтэрнэтам і працы Беларусь, ці не, ці так не бывае. Мигранты за интернетом не едут обычно, да, то есть Ну, они едут таксі, Uber, Они за напрыклад, зарплатой Яндекс. едут. Перш за Да, не ўсё. за зарплатой. А пока что вот все-таки это всегда так было, что в Беларуси зарплаты все-таки ниже, чем в среднем, чем по России. Поэтому люди, вот если уже выбирают там между Россией и там Белоруссию, то выбирают там, где больше платят. Бок зрабіць прывабнай Беларусь для мігрантаў можна Заробак, толькі... ну, зразумела, заробак толькі. Ну, я не ведаю, сацыяльная рэклама, Беларусь, Я- краіна для жыцця, вось гэта ўсё. Заробак. Это прежде Всё без всего, заработка. да. Я согласна. Давайте паспрабуем спрагназаваць, калі гэтая сітуацыя застанецца, як будзе выглядаць рынок працы Беларусі праз 5, 10, 20, мабыць, гадоў.
Ну, опять-таки, тут сложно говорить, потому что рынок, как я уже сказала, он трансформируется, и профессии трансформируются. Но в любом случае, если вот эти тенденции продолжатся, ну как, он будет сжиматься, то есть либо придется очень активно повышать производительность труда, чтобы один человек производил намного больше, да, чтобы не вот тем, там, допустим, поддерживать активный экономический рост, но это, безусловно, очень сложно, это надо... За те ж гроши. Ну, даже прикладно. нет, пусть даже зарплаты будут расти, но для этого, потому что людей становится меньше, и, в принципе, компании, вот мы сейчас наблюдаем, в принципе, экономика не сильно растет, но зарплаты все равно продолжают рост в реальном выражении, в среднем. Мы не говорим там по конкретным предприятиям, но в среднем. И почему это происходит? Опять-таки, потому что дефицит кадров. Но опять, здесь нужно учитывать, что да, экономика продолжит работать, она будет приспосабливаться там к меньшему количеству людей, будут там приглашать, ну, не знаю, там, тех же мигрантов завлекать. Этот, скорее всего, поток как-то будет тоже немножко там. Опять-таки, сейчас это все равно капля в море, это очень небольшой поток мигрантов в Беларусь приезжает. Здесь главный вопрос в том, что, опять-таки, здесь мы будем упускать вот эти возможности для более активного экономического роста, потому что для экономического роста нужны ресурсы. Ну и как бы это не жестко звучало, но человек — это тоже ресурс для экономики. И если этого ресурса нет, ну, соответственно, и возможности для активного роста тоже нет. А ці ёсць такое, што вось людзі, якіх звольнілі за палітыку, зараз сядзяць без працы, напрыклад, і маглі б быць добрымі кадрамі для беларускай эканомікі, але ніяк не працуюць і не ўдзельнічаюць у гэтым? То есть что? Якіх звольнілі за палітыку ў 20-м, Да, напрыклад, так вялікая колькасць спецыялістаў. Тут Ці можна іх вярнуць у гэтую эканоміку, ці ўсё гэта неадваротны бок? Не, ну, безусловно, их можно вернуть, но для этого нужно изменить политику, подходы самого государства прежде всего. И если она изменится, и часть людей, которые находятся и за пределами страны, они тоже смогут приехать и работать, да, уже на благо белорусской экономики. Ай-яй-яй, золотые слова. Мы шукаем Золотые лайфхакі. словы. Ну, хоць нейкія лайфхакі мы шукаем, але пакуль не знайшлі. Але давайте працаваць далей. Лайфхак для беларускай эканомікі — гэта з мультфільма про Простоквашино. Каб прадаць нешта непатрэбнае, трэба спачатку набыць нешта непатрэбна. Але ж у нас грошаў няма. Дзякуй вялікі, Анастасія, дзякуй, што знайшлі час і завіталі да нас. З намі была эканамістка, экспертка Цэнтру эканамічных даследаванняў БЭРОК Анастасія Лузгіна.